Один раз сыграть на чемпионате мира или трижды на Евро? Они машины номера узнавали и приходили, некоторые стояли вот тут ждали, короче. Скорее всего, золотой мяч Султанбека Астанова. Булат. Сейчас прям Да, можешь смело сфоткать. то в WhatsApp и в группе некоторые пацаны могли ошибиться, и то, что хотели писать там, я не знаю, своим девушкам или еще кому-то, писали в группу. Дебютный матч это против Астаны, 19-й год. Да. На тот момент тебе сколько было? 18 мне было, 18. но именно для нас Кайрат был принципиальным соперником. Друзья, всех приветствуем! Мы в дилерском центре Чанган, Астер, город Шымкент. Рядом с нами Эльхан Астанов, футболист шымкентского Ордабасы и сборной Казахстана. Мы здесь не просто так, а будем делать тест-драйв на Чанган CS75+. Эльхан, какие ожидания от нашей поездки? Ассаламу алейкум всем. Уверен, что все пройдет круто. Вот, ребят, поэтому мы готовы. Поехали! Ниндзя қарасам бола ма? Көлік сатып алғыңыз келе ме? Көлікті mycar.kz қосымшасы арқылы онлайн әрі жайлы түрде сатып алыңыз. Самое главное открытие для тебя, когда ты перешел во взрослый футбол, то есть когда попал в главную команду Ордабасы, к чему пришлось привыкать? К чему пришлось привыкать, это, наверное, быстрое мышление. По сравнению с молодежкой, в премьер-лиге именно футбол, он быстрый был. Там, у тебя не было много времени, чтобы думать, размышлять, ты должен быстро принимать решения. Вот к этому. И самое запоминающееся, это, наверное, дебют мой. Это был 19-й год против Астаны. Тогда, я помню, вирус какой-то, по-моему, был, у нас заболели ребята, и многие не играли. И вот тогда шанс попал. То, что я еще помню, я ехал с молодежкой, в то время, типа, мы могли с основной командой тренироваться и за молодежку спускаться, чтобы играть там на выезде, поехать в некоторые матчи, потому что игровая практика все. Ну, то есть две заявки, да, было? Да. Могли там, потому что игровая практика нужна была. И помню, мы ехали с молодежкой, не знаю, куда на выезд, на поезде ехали. И мне сказали остаться в Астане, короче, слезть там на станции в Астане, короче, и приехать в отель, потому что там ребята заболели, и нужно выходить в стартовом составе. Но я не знал, что я выйду сразу в стартовом составе. Я думал, может, там на замену выйду. Потом раз, установка, в день игры установка, и раз говорится, что я в стартовом составе. И все, у меня ощущение, вау, дебют сразу против Астаны, в то время Астана, какая была. И все, вот это запоминаешься. И потом после этого уже, наверное, дебютный гол мой. Ну, первый год я мало играл, там, сколько, 3 матча, по-моему, я только сыграл. 20-й год я уже по реже выходил, где-то 11 матчей я вышел, там, может, 1-2 в старте вышел, а остальные, может, 1 матч только в старте вышел, остальные на замену выходил, так, под заменку, опорником выходил. И все, и вот после этого дебютный гол мой, наверное, как раз таки в Талдыкургане. То есть твой, извиняюсь, что перебил, дебютный матч это против Астаны, 19-й год. Да. На тот момент тебе сколько было? 18 мне было, 18 но лет. в мае уже исполнилось потом 19, получается. Это еще плюс, учитывая то, что это почти была праймовая Астана. Да. Правильно? Да. Ну, такого переживания сильного не было. Ну, все равно чуть-чуть, первая игра, переживаешь же все равно. И потом уже выходишь, когда уже мяча касаешься, уже полегче становится. Забывается, да? Да, уже забывается. Еще и матч был в гостях. В гостях был, да, на арене был. Мы тогда 2-1 проиграли. Помнишь гол Тухтара Жанглышбая, когда он вот так пяткой принял, на 4 попал? Это вот этот матч был. Да, и в этом матче дебютировал. Когда ему была неудобная передача, да? Да, он такой левой пяткой как-то он работал. И второй ударил. Там кто, по-моему, против постиков был, он такой в шоке, мяч не мог найти. Офигеть. И вот после этого на 4-3 же вот этот да, попал помню, в Инстаграме. Так, Эля, давай начнем с самого начала. Твой путь вообще, футбол, как ты пришел, откуда взялась твоя любовь к футболу? С самого детства, да? В общем, как это было? У нас есть брат двоюродный и братишка, они соседи у нас были, мы тогда у бабушки жили, и их отец тогда повез на футбол. И в то время
тоже нас увидели, стали с концом. Поедете, мы на футбол туда, на тренировку едем. Записаться там. Стивен, там отец сказал. Мы говорим, да, давайте поедем тоже. И все, поехали. В то время это было на Биике. Может, вы знаете, не знаете, может, потом посмотрите. Там Биик, который в городе. Тасай, который. И называлась она Тверская тогда. Интернат у нас есть. Вот сзади этого Бика, рядышком еще есть поля были тогда. Вот там у нас первая тренировка была. Туда поехали, тренировались. Это было мне, по-моему, 6 лет, если не ошибаюсь. А брату Сули 7 лет было. И поехали, тренировались. Понравилось все. После этого нас перевели в первую школу. Там был спецкласс 96-е года, ребят. И мы с ними тренировались. Мы приезжали, они там учились, тут это все и тренировались. Как спорткласс же, да. А мы, получается, просто приезжали, тренировались, у нас там школа, вообще в другой школе мы учились. Потом в одно время у нас вообще в семье большинство были медиками по медицине. Дядька сейчас до сих пор врач, тетя была врачом, она сейчас замужем уже в Турции. И дедушка был врачом. И в то время дедушка нас собрал, говорит, нет, вы не будете в футбол играть, вы будете учиться на медицину, будете врачами, докторами. После этого тренер был, вот первый у нас был Дмитрий Александрович, тренер. А вот в этом спортклассе был тренер Даниил Даш, его сейчас не стало, соответственно. И, получается, он приехал, поговорил с нашим дедушкой и уговорил, чтобы мы дальше занимались футболом. Да, и после этого мы вот занимались, потом нас забрала областная школа тогда была. Но уже нас разделили с ним свой. Он за 99-е года поехал, с другим тренером был, другая команда у него была. Но одно и то же, это областная школа была. А я с 2000-м уже был. А вот, получается, Султанбек старше тебя на год. Получается, любовь к футболу у вас появилась одновременно. Одновременно это все появилось. А вот брат тебя как-то вдохновлял, дал какие-то советы или способствовал твоему вот развитию? Ну, видишь, у нас же 1 год разницы, в принципе, друг от друга, я не знаю, у нас все одинаково было в то время. Мы учились в одной школе вместе, везде были вместе, просто вот именно тогда разделили нас. И все-таки все равно брат вдохновляет, конечно же, подсказывает, ну, до сих пор сейчас у него он есть, может мне там в чем-то подсказать, в каком-то плане, помочь. Мы друг другу всегда помогаем, поддерживаем всегда, обсуждаем после каждой игры. Какое-то само собой быть. А вот есть какая-нибудь интересная история с детства, связанная с братом, вот с футболом? Так, есть история, где все там против друг друга играли, товарищеская игра была просто, это мы уже в Ордабасы были. И что-то мы с ним столкнулись, короче, он с мячом был, что ли, и я хотел отобрать, что-то такое, короче, мы столкнулись, короче, и он мне злой говорит, что ты, говорит, под ноги лезешь? Я говорю, пытаюсь мяч отобрать. Вот это вот смешная история. А первый раз это было в детстве, мы поехали в Белые воды играть там против какой-то команды. И тогда и 99-е годы областной школы участвовали и в этом турнире, юные 2000-е, мы против друг друга тогда сыграли. Первый раз я тогда был защитником центральным. Помнишь, когда были последние защитники? Да. Вот я вот таким защитником был. А он был нападающим. Сейчас видишь, у нас уже наоборот. Я наоборот нападающий, он защитник. Вот так все поменялось. А вот как так получилось, что ты поменял позицию? Это, знаешь, честно, вот постепенно было. Сначала последним защитником, потом я каким-то образом стал опорником, вот этот передний защитник назвали, но опорником стал. После этого я вот, получается, вот в областной школе я играл вот опорником, потом, когда уже переходил в Ордабасы, тогда я был опорником, в центре поля я играл. И после уже, когда в молодежку я попал, тогда меня уже ставили атакующим полузащитником, как десятку. Потом, я помню в то время, что в 2019 году я только в команду попал в Ордабасы. Да. Тогда Хабер Сададзе, Даня, он увидел и обратно стал меня ставить опорником. Да, опорником был. Потом после этого с Александром Синевым был тренером. Вот он, наоборот, обратно меня выше поднял. Уже там правый вингер, там левый вингер, вот это все. И все вот с этого момента вот на этой позиции. Ну, я могу, у меня без разницы, я могу и на любой позиции в атаке сыграть. Универсал, да. Ну, как универсал. Ну, чего и требует современный футбол. Да, так вот в атакующем плане. Типа, ну, ты как замечал, в этом году я начинал вообще левым вингером.
Сейчас я вообще справа играю. Я выходил и десятку играл, и девятку мне один матч ставили. Ну, в прошлом году, вот когда я только вернулся в РДВС, то Андрей Михайлович он мог иногда ставить мне и слева, и справа, и нападающего. Иногда мы играли там сложные девятки, вот ложную девятку мог играть на нападении. Все. А вот в детстве были кумиры какие-нибудь? Может быть, казахстанские или из мирового футбола? Да, у меня до сих пор пример это Неймар. Я еще помню его матчи от Сантоса, когда еще маленький был. Это, по-моему, 14 лет мне было, наверное. Когда он переходил в Барселону, это какой год был? Это был 14 год. 14 год, да? Они в 15-м. Вот, значит, выиграли, когда мне было получается. 13, за год раньше, когда он еще за Сантос играл. Вот я помню тогда еще матчи. Мне Барселона нравится вообще. В Европе есть команда, любимая команда. И Сантос играл какой-то турнир против Барселоны. И вот тогда еще мне Неймар нравился, игра его. И Сантос играл против Барселоны. Все, и потом следующий год Барселона, получается, Неймара забирает, и я счастливый. Ну, он любимый игрок в любимой команде. А вот из казахстанских футболистов кого ты вот мог бы выделить, за кем наблюдал? Так, в детстве, когда еще ходили на матчи Ордабасы, у нас в Батане есть Мухтар Мухтаров, знаешь? Вот он тогда играл, мы приезжали, за него болели в основном. Потом, через некоторое время, Самат Смахов приехал в Ордабасы, и вот его игрой тоже восхищался. И вот Мухтар Мухтаров это братал мы. И поддерживает всегда до сих пор тоже. Всегда на связи, да? Да. А вот первый матч, который вот ты провел в детстве, какой-нибудь турнир, может быть, матч, который ты запомнил на всю жизнь? В целом именно матчи не помню. Но помню 2 года, которые мы играли, это был 15-16 год, что ли? Или 16-17, точно не помню. Вот тогда мы один раз выиграли турнир, я не помню, даже старый или Арбан был. И вот этот турнир в целом понравился, потому что мы его выиграли, после этого нас отправили в Турцию первый раз. Я вот первый раз тогда за границу полетел. И мы вот с командой нас полетели, типа как сборы, еще чуть-чуть там отдохнуть, когда время было. Это, получается, футбольный центр Ордабасы 2000 года, да? Да, это 2000 года, пацаны. И вот этот год мы, когда мы выиграли и чемпионат, помню, и вот этот турнир выиграли. Что-то такое было. Да. И потом следующий год мы уже тоже играли, и тогда мы заняли 2 место. Тогда Астана, я помню. Тогда, помнишь, так было то, что 4 команды, чемпионат был такой, потом 4 команды играли как финальную часть. Да, финальный этап был. Да, и потом кто выигрывает, тот играет юношескую лигу чемпионов. Да. То есть сначала 8 команд проходят дальше полуфинал, да? Потом они играют между собой, и первая четверка боролась за Лигу чемпионов. По-моему, было так. Чемпионат, типа, первые 4 места сразу играли финальную часть, что ли, что-то такое. Ну да, что-то похожее было. Да, что-то такое было. И вот тогда у нас ни одного поражения не было. И вот последняя игра уже, мы, получается, там, Иртыш, Кайрат был, что ли. Мы Иртыш, Кайрат выиграли. И с Астаной. И Астана тоже своих соперников выиграла. И третья игра уже мы играли с Астаной. Друг с другом уже кто выигрывает, тот играет юношескую лигу чемпионов. И тогда мы проиграли, по-моему, 2-0. А вот по ГП, брат, какие были принципиальные соперники? По-любому же были такие. Ну, именно для нас Кайрат был принципиальным соперником. Всегда. Потому что Кайрат в то время, я помню, как был подготовка, они играли на год младше пацаны, 2001. Да. И на вершине находились пацаны. А там друзья тоже есть, там Слава Шурев был. Я раньше с ним зарубался вообще. Сейчас друзья хорошие. И вот они принципиальные соперники. Могли там их выиграть на эмоциях, кричать там, все такое. Но потом после матча уже... Да, после матча уже все нормально, да, конечно. А вот только что мы говорили про Султанбека. Ты говорил то, что вы играли против друг друга. Часто в детстве играли друг против друга? Вот в детстве нет, кстати, не часто. Редкость была. Вот именно по детству это редко было. Может, 2-3 раза. Я точно даже эти матчи не помню, кто выигрывал. Мы могли, может, 1-2 раза выиграть, а остальные разы они выигрывали. Старшие были пацаны. А вот объективно, если взять тебя, скажем так, там, 15-летнего, и Султанбека, как ты думаешь, кто бы выделился больше? Так. Кто был перспективнее, скажем так? 15 лет, это вот, я помню, только в Ордабасы он переходил. В то время Сула был, потому что он в Кайрат попал тогда. Он в атаке играл и в Кайрат попал. Тогда он был перспективней, я скажу, да. 100%. А вот тебе насколько тяжело было переходить из футбольного центра, с детского футбола во взрослый? То есть это вот 2-я лига, потом КПЛ? Ну,
я тебе скажу, достаточно, не сказать, что легко было, но это быстро случилось. Получается, меня в 2017 году в конце, я этой игру по подготовке играл, тогда уже Андрей Ваганов тренер был в молодежке. Да. И Геннадьевич вот в то время, в конце сезона, меня уже подтягивал к молодежке. И следующий год, 18-й год, получается, уже в молодежке играл сезон. Я там, не помню, сколько ты там забил. И уже 19-й год, уже сразу на сборы поехал вот с ОРДБС. Уже с основной командой. Ну, и получается, в Скопье год поиграл только плюс-минус. Ну, годик поиграл в молодежке, и уже дальше уже все основное, да. А вот какие-то сложности были во времена футбольного центра? Да, футбольного центра. С чем приходилось сталкиваться? Ну, были вот сейчас, видишь, у вас QJ лиги, условия для детей, они хорошие. Уже и трансляции, вот это все, где тренируются они более-менее. В то время, когда мы тренировались, то же самое, вот когда мы в детстве тренировались. Там даже газон на него, там трава была, и то неровная вообще. А когда в горподпепке тренировались, ну, не сказать, что прям идеальные условия у нас были. Искусственное поле было, могли там тренироваться в 2 часа дня, жара. Искусственное там жесткое было. Это сейчас уже, может быть, сделали газон хороший. Там это было, знаешь, где мы тренировались? Это вот, где играют сейчас QJ Лига, как раз на цементе называется, футбольный центр был там? Да, был. Вот, вон там мы тренировались, тогда газон нехороший. Сейчас хороший, так в смысле? Ну да, там у По крайней мере, играют они там нормально. Ну сейчас и, честно, надо признать, и трансфер у ребят хороший, то есть на самолет. Позже я сам с Караганды, когда у нас были, я был 2001 года, то есть мне кажется, вы тоже сталкивались, там, если ехать в другую часть страны, это на поезде, там несколько дней, приезжаешь, потом играешь. Самое тяжелое это было, вот честно скажу, ситуация в Бактау. Мы ехали на поезд, брат, прикинь, 2,5 дня ты едешь, и из них мы могли, какая-то станция была, 40 минут, что ли. Мы переодевались, выходили, разминку делали на станции, прикинь. Ну да, чуть разбежаться. Да, разбежаться, чтобы слишком такого не было. И могли ни в душ, ничего не сходить, где-то сели, там умылись чем-то, сели, дальше поехали. Ну тогда, извини меня, поезда были другие чуть-чуть, там ни кондиционера, ничего. Да, ничего не было, да. В общем, через что только не проходили. А сейчас ребята с QJ Лиги летают, да, на самолетах. Да, стабильно. Всегда, везде, куда бы выезд не был. Ну да, всегда стараются. Самое главное, это чтобы комфортно было добираться. Может, мне тоже посмотреть? Хотите купить машину? Да! Покупай машину с комфортом онлайн в приложении MyCar.kz. А вот еще, может быть, какие-то, знаешь, новшества, которые пришли в твою профессиональную карьеру, когда ты попал в Орду? Может быть, в плане дисциплины, партнеров по команде поддерживали, как относились, как приняли? Да, поддерживали очень хорошо, потому что еще с молодежки знали нас, ну, они могли там приехать, поставить во время президентом был Бахтияр Байсеитов. И ребята были, вот сейчас с нами играет Улар Жаксыбаев, он в то время уже в премьер-лиге был. Вот я помню, на первую игру, у нас первый сбор был в Шымкенте, после Шымкента в Турцию, получается, на сборы должны были лететь. И нас, ребят, вот молодых, отбирали из Шымкента, ну, типа в Шымкенте первый сбор, вот по этому сбору смотрели и отбирали. И я помню его подсказ еще, увы, мяч летит, короче, из-за штрафной было. И я что-то остановил, и он кричит: бей, короче. И я бью и забиваю, короче. И все, и после этого матча забирает меня уже на сборы из команды. И после этого уже, я помню, из иностранцев именно Диакате вообще топ-человек. Такой добрый человек, это я первый раз вижу такого доброго, скромного, знаешь, тихого человека. Мог иногда и посмеяться тоже. Он на русском же говорит хорошо. И вот он поддерживал хорошо. И в принципе все ребята поддерживали хорошо. Многие поддерживали. А вот ваш брат, первый матч с твоим братом Султанбеком уже в профессиональной карьере, то есть во взрослом футболе. Если не ошибаюсь, это было август 2020-го, когда Кайрат играл против Орды. Матч, кажется, проходил в Алмате, да, ковид, кажется, был. И тогда одержали победу Кайрат со счетом 3-1, кажется. Да, это было
Не на центральном, да, кажется? Нет, тогда же много полей было. Да, вот я, по-моему, Алматы помню, есть? что-то на Талгаре, что ли, играли, что-то такое, по-моему, да? Да, как тут вообще в целом для вас прошел матч? По-моему, что-то в старте, я уже еще помню, я как-то локтем заехал Вагнер Лову в живот, он дышать не мог, так страшно стало аж. А вот, брат, ну в целом, ладно, не Кайрат Ордабасы, Да, а вообще, в целом, вообще, когда в целом, встречаете... да, вот первый матч это был вот, тоже он за Кайрат был, я за Ордабасы, 22-й год в Алмате мы играли, тогда они выиграли 2-0. Он играл вот как раз-таки правым защитником, а я левым вингером. Именно вот почему запомнилось, потому что мы против друг друга играли, знаешь. Еще у меня там в Инстаграме видео есть там с нарезок, там могли там, что... Тогда тоже момент был, он что-то у меня въехал в колено опять. Колено в колено, и потом говорит, нормально у тебя все, извини, типа, все такая. А вот перед играми как-то переписываетесь, как общаетесь? Ну, сейчас, так как мы в одной команде, у нас же заезды, сейчас направо. У нас заезды же, и мы в одном номере, получается. Да. И когда домашние игры, мы по одному живем, да. Ну, все равно вместе же в одном отеле, там, на заездах, и поэтому не переписываемся. А когда он играл там за Кайрат, а я за Ордабасы, либо я когда заиграл за Астану, а он за Ордабасы, тогда, да, могли переписаться, там, спросить, что там, все нормально, завтра играешь, не играешь, удачи пожелать, там, спросить за день до игры, типа, наигрывает, не наигрывает. Ну, в общем, переживали друг за друга. А вот когда играли друг против друга, давления не было? То, что вот играешь против старшего брата? Может быть, в семье? Наоборот, какие-то, знаешь, мурашки по коже были, то что думаешь, вот против брата своего играешь. Все равно это же футбол же, но все равно вкладываешься, бьешься, а потом уже после игры уже обсудим это все и решим. Не было такого, что мы с ним там как-то зарубались, что-то. Все в плане футбольного, все. А вот как ваша семья реагировала на ваши матчи? Когда именно против друг друга играли? Да, ну, допустим, Ну, за кого мы они спрашивали, за кого болели. Они говорят, кто гол забьет, за того и болели, короче. Чья команда гол забьет, за того и болели, говорят. Ну, а что им делать? Они говорили, типа, если ничейка была бы, нам мы вообще рады были бы, типа. Потому что ни ты не обидишься, говорят, ни Сула не обиделся. Вот так. А вот ты говоришь, у вас заселение, и вы вместе с братом в одном номере живете? Да, это вот только на вы выезд избирали? Это мы сами выбрали, да. Даже если мы в сборную вызываемся вместе, то тогда тоже в сборной вместе живем. Нам так комфортнее. А вот, допустим, сейчас у вас Орда на пике, вы боретесь за чемпионство. Какие взаимоотношения внутри команды, в целом с коллективом, у тебя с братом? В целом, какая атмосфера в команде? Вообще, в целом, в Ордабасы, вот за все время, когда я был в Ордабасы, атмосфера в команде была она хорошая. Я не знаю, может из-за того, что юг приезжали какие-то разные иностранцы сейчас налево. Разные иностранцы приезжали. И всегда была атмосфера хорошая. Вот, поверишь, нет? Вот и сейчас то же самое. Атмосфера хорошая, все друг с другом хорошо общаются, все друг друга поддерживают. В общем, прекрасная атмосфера в команде. Ну, то есть за все твое время пребывания в Шымкенте, в Ордабасы, тебе всегда все нравилось? Всегда все четко, и с тренерским штабом, и с футболистами. Да. И поддержка вот болельщиков, они всегда вот поддерживают местных воспитанников особенно. Они, в принципе, всех поддерживают, всех, кто начинает любить сразу. И чтобы не было бы, они всегда до конца, вот сейчас, видишь, они с нами летают уже на матчи, на каждый выездной матч они с нами. А вот в целом у тебя как тенденция нынешнего Ордабасы? Как у вас там маркетинг развивается, болельщики, полные трибуны на каждой игре? Вообще, я, если честно, в шоке. Если спроси меня 2 года назад об этом, типа, что так будет, я бы не поверил бы, наверное. Потому что мы приезжаем вот на игру, например, выезжаем с отеля, где у нас заезд, едем на игру, у нас там всякое сопровождение, вот это всяких на байках, вот эти. Помню матч с Кайратом, когда мы дома играли, мы заезжаем, просто вот такой коридор от фанатов, такой, с разных сторон, и мы на автобусе вот так проезжаем, там дым, вот это все, кричат. У меня ощущение было, как будто я на какую-то игру Лиги Чемпионов заезжаю, если честно. Как будто какой-то финал. Ну, если так, типа, смотреть, типа, сравнивать с премьер-лигой нашей, типа, казахстанской, то это было, честно, вау. Вообще ажиотаж такой, такая атмосфера была потом на матче. Вообще топ. А вот еще и забивать на такой матч вообще вдвойне приятно, брат. А вот по городу, когда ходишь, узнают люди? Да, в этом году стали узнавать еще больше. Меня, я помню, узнавали часто после 22 года, когда я вот, у меня хороший сезон был, и я там лучшего игрока чемпионата Казахстана взял, за сборную там забил, играл за сборную, ну, частенько. Вот тогда узнавали хорошо, но в этом году прям вообще еще больше начинают узнавать. Потому что, видишь, уже народ заново подтягивается смотреть матчи.
то, что вот Интегра пришла, они все это развивают. И то, что у нас сейчас результаты хорошие, боремся за чемпионство. Вот из-за этого сейчас нас стафует направо. Ну вот, как итог, брат, этого сезона, как ты думаешь, в чем вот секрет успеха Орды вот нынешнего года? Я думаю, будем откровенны все, то, что, во-первых, иностранцы, ну, селекция хорошая, иностранцы посильнее, чем в прошлом году. Ну, будем откровенны. И наше вот руководство, как приехали, у них сразу амбиции были чемпионства. Вот. И все, они говорят, мы все сделаем, вы только играйте, типа, мы все сделаем, чтобы, главное, чемпионство нам нужно. То есть нету времени на раскачку, да. Берем и... Да, они даже, не было у них такого, чтобы они адаптировались, как-то пытались адаптироваться под чемпионат. Они приехали сразу говорят, типа, мы хотим чемпионство. Мы такие, ну, мы тоже, значит, хотим, и да. А вот с кем-нибудь из болельщиков, когда пересекаешься, что чаще всего говорят? Вот в целом, как думаешь, что больше всего нравится? Нравится то, что, скорее всего, в этом году мы стали играть более такой атакующий футбол. Атакующий футбол, и то, что мы в основном, особенно когда дома играешь, ну, всегда с мячом, позиционные вот эти атаки все. И я думаю, вот это им нравится. Вот мы и доехали, брат, с тобой на стадион Кажимухана. Вот каждый раз, когда ты заезжаешь на эту парковку, выходишь на поле, какие ощущения у тебя? Что для тебя значит играть на своем родном стадионе, учитывая то, что ты воспитанник этого клуба? Наверное, скорее всего, вдвойне приятно, потому что у себя в родном городе, за родной клуб, на родном стадионе приезжают много твоих родственников, семья, папа не пропускает ни один матч, там, братик мой, и много друзей, узнают много болельщиков и поддерживают. Самое главное, то, что вот эта поддержка от фанатов ОРДАБС, вот именно, и вот это именно вдохновляет, честно. Ну, ты горд, да, носить эмблему? Да, я очень горд носить эмблему своего родного клуба. Это вдвойне приятно должно быть, я думаю. А вот, брат, мы говорим про футбол. В наше время сейчас, что в KJ-лиге, в целом в нашем футболе очень большой упор делают на цифровые технологии. То есть везде датчики, везде умные камеры. Как ты думаешь, нужно ли это нашему футболу? Насколько Вот сейчас у QJ-лиги у ребят есть датчики, да, тоже? Да. И все следят, это все вау. То есть на каждой тренировке там даже есть проект «Игрок будущего», за ними следят. Да. Ну, я думаю, это у всех должно быть. Но я не знал, что у KJ-лиги есть тоже. Ну, премьер-лига, типа, это очень сильно помогает, чтобы все следили за состоянием игроков, насколько выдерживает вот эту всю нагрузку, насколько он может сколько пробежать, насколько потом его планировать на следующий матч, я думаю, из-за этого. Ну, больше, наверное, спросить у них самих, для чего это все нужно, но я думаю, это очень сильно помогает к развитию футбола и уровню игроков. А вот смотри, такой вопрос. На данный момент, насколько мы знаем... Ну, смотри. Вы отсюда заходите, да? Нет, это офис клуба. Отсюда к офису поднимается. Понял. Смотри, насколько всем известно, ты сейчас выступаешь за ОРДАБС на правах аренды. На самом деле ты принадлежишь футбольному клубу «Астана». Да. И каково это тебе бороться, скажем так, со своим клубом за чемпионство? То есть, будучи игроком Астаны, играя в аренде в Орде, играть против, скажем так, своих. Ну, смотри, то, что я нахожусь в аренде, у меня есть пункт, то, что я не могу играть именно очные встречи против Астаны, против них я не могу играть. Я первый матч, когда в Астане играли, уже не играл. И сейчас домашняя игра, ну, там пункт стоит, то, что я не могу играть. Я не знаю, как решаться это будет, разрешат мне играть или нет, ну, попытаемся. А в целом, каково это, ну, я скажу, я уже с родного своего клуба, когда переходил в Астану, я играл против ОРДАБС, и когда они боролись за чемпионство, мы тоже боролись, мы тогда второе место заняли с Астаной. Поэтому сейчас, наоборот, как сказать, так легче, чем это было до этого, потому что мне приходилось играть против своего родного клуба уже за чемпионство бороться. И все, и вот, как я сказал, типа, они чемпионами стали в 23-м году. Ну, то есть ты тут себя ощущаешь, что он очень легко, свободно, то есть ты выступаешь за свою родную команду. Да. А вот с ребятами, я понимаю, у тебя есть много друзей со Астаны, Да. Общались по этому поводу? Да, общаемся, я до сих пор слежу за играми, за всеми играми чемпионата, я слежу и болею за них, потому что много друзей у меня там играют.
И так, как казахстанцы, так и иностранцы, с которыми я так сблизился очень хорошо. И поэтому все нормально. Все супер, да? В принципе, кажется, все. А, Блиц есть, брат, сейчас. Блиц и завершаем. Так. Готов, да, брат? Такой небольшой блиц-опрос для тебя. Если ты готов, начинаем. Да. Месси или Роналдо? Месси. Год казахстанского футбола. Год казахстанского футбола для меня Самат Смаков. Самат Кабирович, да? Да. Самат Кабирович, если вы это видите, вам палим салем из Шымкента. Огненного Шымкента, на самом деле. Так. Жить в Астане или жить в Шымкенте? Жить в Шымкенте. Могу вот тут чуть поподробнее. Потому что когда я вот именно переезжал в Астану, первый год для меня тот город Астана, он показался, не знаю, может из-за того, что я с Шымкента, с юга, и здесь и люди все добрые, и все такое, а вот в Астане, наоборот, люди злые, как будто все куда-то что-то спешат, и как будто у них такое работа, дом, вот такой мрачный город для меня он показался. Еще и прохладненько, не знаю, может мне по душе то, что я родился здесь, мне вот тепло нравится больше, потому что в Астане только 2 месяца тепла, и то не такого. Еще помню момент, я только свою машину пригнал туда, и еду, всех пропускаю, кто поворотники включает, хочет перестраиваться, Да. всех пропускаю. Я 1-2 раза попытался, меня никто не пропускает. Прикинь, я думаю, ладно. Тогда я вас тоже не буду пропускать. А в Шымкенте у нас как? У нас к этому, наоборот, так более... Ну, люди добрые же. Они, наоборот, типа, ты включишь поворотник, 1-2 раза могут тебя не пропустить, а так в целом тебя всегда пропускают. Не, ну на самом деле на югах, я как заметил, просто достаточно руку поднять просто. Да. Всё, тебя пропустят. Все, и тебя пропустят. Тут очень добрые люди. И еще плюс играет роль то, что я здесь родился, в Шымкенте, и с родной город, и здесь я все знаю, комфортнее, дом, родители все рядом, друзья близкие. Потому что когда только я переходил в Астану, у меня там не было друзей. Ну, с командой, с пацанами я так общался, но я не мог вне футбола с ними там куда-то выйти, потому что еще не сблизился. И у меня тогда было только, я мог на тренировке в зал там поехать, домой, на тренировки и домой. Все, вот так у меня выходили. Жил один, питался в ресторанах. И все, может из-за этого. А потом, когда мы играли целый год в 2024 году в Алмате мне больше понравилось, чем в Астане, если честно. Ну, Алмата, скажем так, по вайбу более схожа с Шымкентом. Да. Нежели Астана. Да, вот именно из-за этого. Пообщавшись с многими футболистами, как раз таки многие тоже разделяют твое мнение насчет Астаны. Даже люди, которые живут на севере давно. То есть им тоже кажется, что Астана такой более офисный город. Да. Такие чем-то занятые, в костюмах. Значит, не один за Да, в да. костюмах все такие. А в Шымкенте что? Шашлыки вкусные, самса, люди добрые. Все. Согласен. Ну и пробок нету. Да. Вот, супер. Так, дальше. Один раз сыграть на чемпионате мира или трижды на Евро? Так, скорее всего, один раз сыграть на чемпионате мира. 5 чемпионств в КПЛ или золотой мяч Султанбеку Астанову? Так. Скорее всего, золотой мяч Султанбека Астанова. Окей. 5 чемпионств КПЛ плюс Лига чемпионов или золотой мяч Султанбеку Астанову? Так, это нужно подумать, да? Откуда нам выгоды больше будет с ним? Потому что мы все для друг друга делаем. Ух ты, тебя узнали? Булат. Ты, Прям да, можешь смело сфоткаться. ойындарымызға келіп жүресіңдер ма? Вот, ребят, прямо сейчас записываем подкаст с Эльханом Астановым. И вот возле стадиона его узнали юные болельщицы. Круто. Девочки счастливые, довольные. Келіп тұрыңдар ойынға. Вот, бро, видишь, ты просто одной фоткой, как и счастливый век. Да, она как увидела, как я думал, на машину сейчас прыгнет. Ну, вот так вот часто тебя узнают? Да, вот именно в этом году вот так вот часто узнают, если честно. Ну, мне кажется, это позитивно, да, вообще отражается на всех. Я знаешь, как со стадиона выхожу после матча? Как? Вот
они все, по идее, ждут с той стороны, где по трибуна. Я вот отсюда выхожу с офиса. И то они машину мою знают, потому что мою машину пригоняют друзья мои. Они машину и номера узнавали, и приходили, некоторые стояли вот тут, ждали, короче. И могли там сфоткаться, все такое. А если с той стороны уходить, без шансов, брат. Столько детишек, они просто без шансов. Ну, я надеюсь, что никто не увидел, где ты ставишь машину, и Да. откуда ты выходишь. Сейчас я машину свою поменял уже. Сейчас поменял уже машину, сейчас, наверное, не буду сдать. А то на следующий матч тебе, кажется, тяжело будет вести. Ага. Так, окей. Скажем так, золотой мяч Султанбеку Астанову, да? Да, скажем так, наверное, потому что ты же сказал 5 КПЛ уже, а вот золотой мяч — это весь мир человека будет знать. И Согласен. мы-то брат мой все-таки родной, все-таки одну семью представляем, поэтому как у него будет все хорошо, так и у меня будет хорошо. Супер. Так, дальше. Ты фанат Барселоны, Мгм. любимый игрок в Барсе на данный момент и в прошлом? Так, на данный момент это Педри, потому что просто его мышление футбольное, это я просто в шоке. Я не знаю, почему сейчас, может, у него какой-то немного спад, сейчас он много не играл на чемпионате мира, когда они играли. А вообще до этого, вот я как раз, как я рассказывал, когда Неймар перешел, вот именно в то время, когда Неймар играл, тогда Неймар был. Ну, Месси, год, так что в любом случае симпатия к нему все равно стоит. Я вот я за Бразилию болел, когда Неймар вот, играл на чемпионате мира. Когда они вылетели, я болел за Аргентину, потому что хотел, чтобы Месси еще раз сделал чемпионат мира. Ну и схожий вопрос: 5 ЛЧ Барсе или один КПЛ тебе? Один КПЛ мне, потому что я еще чемпионом Казахстана не становился. А потом пусть покойника А выиграет. потом пусть выигрывают, да. Я думаю, они смогут, потому что и без моего вот этого всего они выиграют. Топ-3 твои любимые песни. Так, если честно, я меломан, поэтому любимых песен нету. Я единственное могу сказать, какую песню я всегда перед игрой слушаю, это 50 Cent I Technology. Да, эту песню я слушаю всегда перед игрой. Именно когда мы вот оттуда заезжаем, и к автобусу, и фанаты вот эти, и прям вот эту песню, да. атмосфера, Да. А как давно ты начал слушать её? Так, с 2021 года. 2021 года. И каждый раз, вот, когда перед играми. Я меломан, говорю, вот, поэтому, когда мы готовимся к игре, колонка же на сцене, когда мы разминаемся там в раздевалке, я ставлю песни в основном. Я диджей, короче, команды, да. Иногда Сула тоже ставит, брат мой, а так в основном я ставлю. То есть команде нравятся твои песни? Да. Я могу и турецкие песни послушать, и русские, и рэп, и там спокойные, и казахские песни у меня есть, и иностранные песни, короче, много. Кстати, вот касаемо разносторонних песен, да, я слышал то, что ты разговариваешь на многих языках. Это правда? Да. Вот могу перечислить, какие языки? Получается, я знаю казахский, русский, азербайджанский, турецкий, английский, узбекский. Ух ты! Стоп, сколько, давай, поехали. Казахский, русский, узбекский, азербайджанский, турецкий и английский. 6. Офигеть. Ты как-то Английский, не сказать, что я на 100% знаю, но на процентов 70-75 я уже знаю. Ну, то есть выстроить диалог с человеком? Да, с тренером спокойно могу. Супер. И с иностранцами из команды я спокойно лажу языковым барьером. А вот откуда, брат, пришел вот это? Смотри, вот я по нации Ахаска турок. Ты таких знаешь? Честно, Турки месхетинцы. У нас предки жили в Грузии, получается, и тогда в то время их оттуда Сталин выгонял, и Казахстан принял наших предков. И у нас сам язык у нас, можно даже сказать, что я 7 языков знаю, потому что у нас язык, который именно здесь, в Казахстане, турецкий, он отличается, знаешь, и от азербайджанского, который в Азербайджане, и от турецкого, который в Турции. Но они схожи, но он отличается. Видишь, у нас просто вперемешку и с казахским, и с узбекским, и с русским наш язык этот, ахска-турецкий язык, можно сказать. А азербайджанский я выучил, я раньше играл в игру Warface, и тогда у нас клан был, с Баку, короче, пацаны, ребята были. И вот с ними общался, и потому что они схожи, я вот так вот выучил. Потому что они очень схожи с нашим языком. Больше, наверное, у нас язык похож на азербайджанский, нежели на турецкий, который в Турции. Турецкий я смотрел сериалы. Я смотрел сериалы турецкие, и тоже схожие же есть, и поэтому легко было выучить.
И по сериалам турецким я выучил. Узбекский, потому что у нас на районе много узбеков есть. Тоже живут, у меня друзья есть узбеки. Тоже учу. Ну, русский в школе. Казахский, почему я так хорошо разговариваю, потому что друзей очень много казаков у меня от футбола именно идет. И я, получается, учился до 8 класса на русском классе, в русской школе, ну, в русском классе, а с 8 дальше по 11 и университет я учился на казахском. Вот так было интересно. А английский я подтянул свой в 2024 году с иностранцами, именно, которые были в Астане. Я начал с ними общаться, там вне футбола проводить время, и они когда разговаривали, я у них там спрашивал, как это будет, как то будет, и вот так разговаривать на английском. То есть на вопрос, как ты научился, ты сможешь смело отвечать, жизнь научила, да? Да, жизнь научила. Футбол научил даже. Клево, брат, это клево. Вот ты говоришь, что в Warface играл. Часто играешь в игры? Могу сейчас играть, да, CS2. CS2 с ребятами, с пацанами могу играть, а другие игры нет. Раньше мог играть, когда вот именно ковид был, на PlayStation играл в FIFA, там, Ultimate Team, вот это все, короче, турниры всякие. Ну, сейчас, наверное, свободного времени не так много, да, уже? Да, сейчас уже мало свободного времени, поэтому и меньше играю. Ну, у меня есть ноутбук, я на сборы могу с собой ноутбук взять, чтобы вечерами, когда чуть время есть, поиграть чуть в CS. Ну, именно в CS2 играю, все. А вот бывает же там команды на команду, там, 5 на 5 играть? Да, это интересно, да, очень интересно. Я и с друзьями, мы можем собраться, там, 10 человек, 5 на 5 сыграть. Когда друг друга особенно режешь, либо там что-то вообще эмоции, топы. А этот, брат, вот, допустим, с другими командами как-то приходилось играть? Так, я на таком не участвовал, но я помню то, что организовывали какой-то турнир с каждой командой, там, я тогда еще в Астане был. И с Астаны ребята там собрались, они сами играли. Но я тогда почему-то не захотел, что ли, либо меня не позвали, что ли. Ну, то есть есть, да, такая практика? Да, есть такая практика, пацаны играли, я помню, они против другой команды играли. Эля, какой-нибудь самый забавный момент или историю внутри команды в этом сезоне, о которой еще никто не знает? Были такие ситуации еще? Так, нужно, наверное, вспоминать. Это, наверное, для меня, наверное, то, что в WhatsApp и в группе некоторые пацаны могли ошибиться, и то, что хотели писать там, я не знаю, своим девушкам или еще кому-то, писали в группу, одному удаляли, и мы все сразу горали. Либо там тренер по вратарям мог ошибиться также, что-то какое-то голосовое отправит, и мы сразу пишем: окей, хорошо, договорились. Типа могли постебать вот так друг друга. Насколько часто такое бывает? Довольно часто у нас в команде такое бывает. Каждый раз кто-то вот так стреляет. Вот, говоря о твоих партнерах, как раз-таки в этом сезоне ярко выступает товарищ помладше, это Жасулан Амир, бывший игрок QJ лиги, наш выпускник. Что могу сказать о нем как о футболисте? То есть сейчас многие говорят, что появилось новое поколение юных футболистов. И как ты думаешь, Амир — это олицетворение, вот как раз-таки Амир, Жасулан, Дастан Сатпаев, нового поколения казахстанского футбола? Да, если честно, вот для меня в целом вот это удивление, потому что мы именно в таком возрасте не показывали такой футбол. Вот сейчас Амиру 19, Дастану только 18 будет, да? А они уже такие голы забивают, честно, и настолько играют настырно, знаешь, так как будто уже взрослый футбол играют. А мне, я помню, в 17-18 лет я только в команду попадал и не играл еще ничего. Только мог сказать то, что за молодежку играл, и все. А у них, видишь, может за счет вот именно QJ лиги, то, что вот именно этот проект, наверное, им дает такой толчок, знаешь, во взрослый футбол, и они уже подходят к взрослому футболу готовыми, скорее всего. Вот Амир, он у вас какие-то советы берет во время матча, может, на тренировке? Советы, не то чтобы он советы берет, он, скорее всего, наверное, учится у опытных ребят, которые у нас есть в команде, и у иностранцев, которые там есть. Он скорее берет это не языком, то, что как-то узнавать, а видит это все на тренировках, типа, как они поступают, как они в таких ситуациях делают решения. Я думаю, вот по этим ситуациям это выбирают. То есть на практике, да, прямо во время игры, тренировки? Ага. А вот сами как-то стараетесь его как-то поддержать? Да, конечно, 100% мы поддерживаем и хотим, чтобы он рос, потому что все-таки представляет наш Казахстан, наш город Шымкент, наш родной клуб Орда-БАС. И поэтому чем больше он будет показывать себя и лучше, то для нас это тоже плюс. А вот то, что заговорили про Дастана Сатпаева, играли против него? Да, вот в этом году.
когда они сюда приезжали. Мгм. Потому что потом, когда мы туда поехали, он уже уехал. Вообще следишь за его карьерой, там, за его игрой? Да, смотрим, потому что я думаю, сейчас весь Казахстан следит именно вот, когда он уехал в Челси. Я думаю, все следят. Если получается, если время есть, если время совпадает, включаю, смотрю матч, смотрю, как он выглядит на фоне вот именно тех людей, которые за Челси играют. Мгм. А вот как ты думаешь, брат, вот это нынешнее поколение молодых футболистов, о котором мы с тобой сейчас говорим, чем они выделяются? Вот как раз таки вот то, что я до этого сказал, то, что QG Лига это вот толчок, и то, что они из этого проекта выходят, и они приходят готовыми уже к взрослому футболу. Я думаю, этим они выделяются. И у них уже, знаешь, вот я тебе рассказывал, то, что я когда приезжал, типа, мне нужно было учиться быстро принимать решения на поле. А они уже к этому готовы, как сказать. Потому что, я не знаю, значит, у QG Лиги уровень такой. Ну вот ты говоришь, приезжают готовыми. Как думаешь, вот в слове «готовые» что можно поместить? К чему они готовы? Именно к вот этим быстрым решениям, знаешь, на поле. А все остальное, это же от практики зависит. Если человек, пацану молодому, который уже готов к такому футболу, он будет принимать вот это решение быстро, и будет практика на играх, то он будет прибавлять, соответственно. Ну и вот, брат, касаемо QG лиги, мы с тобой еще в дороге обсуждали только что то, что раньше была такая кустовая система, когда команды там раз в месяц ездили в какой-то город, играли там 3-4 матча. А сейчас эта система уступает свое место уже полноценной недельной системе, то есть недельный цикл, команды готовятся неделю, потом на выходные играют, и так продолжается до конца сезона. Даже сказать, типа, мы раньше как играли, типа, там совсем по-другому было. Мы могли группу подготовки играть вот в одном городе 3 матча. Через день могли играть. А у них полноценная подготовка, неделю подготовка к сопернику. Я думаю, у них и анализ есть, теории вот эти всякие. А у нас раньше такого не было же. Что всякие теории, что такое. У нас только максимум установка была тогда. И все. А вот как ты оценишь, насколько это важно в развитии молодых футболистов? Я думаю, это очень важно, потому что смотреть со стороны и на теории себя, игры свои, и делать ошибки, выводы делать над ошибками, особенно когда тебе тренер подсказывает это все, это намного тебе потом проще будет в следующем матче выходить и не делать этой ошибки. А вот как ты думаешь, нынешнее поколение футболистов, в целом игроки молодые, которые выступают за нашу национальную сборную, смогут ли вывести нашу страну на Евро 28 года или же на чемпионат мира 30-го? Как считаешь? Я очень в это верю, потому что наше вот это молодое поколение, которым по 18, 17, 19 лет, они очень перспективные пацаны. И они уже многое повидали, я думаю, и видят, развиваются. И я очень в это надеюсь и верю, что они смогут это сделать. Вот как будто бы совсем скоро, да, это произойдет? Совсем скоро, как будто бы, да, будет это такое что-нибудь. Потому что я помню, в 23-м году, когда мы играли, мы были близки к выходу на Евро. Помнишь? Да. Тот самый матч, да. Это самое, что было близко. Вот 22-й год, когда Лигу наций мы выиграли с Магомедом Адиевым. И потом 23-й год тоже с ним же, когда вот последняя игра со Словенией была. Ну и в заключение, думаю, брат, может быть, есть что сказать шымкентским болельщикам сборной Казахстана? Ну, нашим болельщикам, шымкентским особенно, то, что верьте в нас, поддерживайте нас, приходите на наши матчи, чтобы мы бились за чемпионство, и, иншаллах, мы сможем это сделать. А казахстанским болельщикам тоже поддерживать нас, чтобы мы на мировой арене показывали хороший футбол. Ну и как были результаты. Ну и как тебе, брат, поездка на такой ласточке? Комфортно, очень мягкая машина, очень хорошо. Да, ну несмотря на то, что в Шымкенте капец как жарко, Да. машина с очень отличным кондиционером. Вот только что сделали все условия до Ильхана. Там еще и был массажер. Да. Вот. Ну я не включал. Надо попробовать. Это было бы слишком хорошо, ребят. Ну, в целом, вот такие вот итоги, ребят. С вами был в гостях Эльхан Астанов, футболист футбольного клуба Ордабасы, игрок национальной сборной Казахстана. Поэтому пожелаем ему удачи, успехов. И спасибо огромное, что уделил время пообщаться. Честно, было очень приятно познакомиться, во-первых. И, конечно, желаю успехов в дальнейшем. Взаимно. Спасибо большое.